Всем привет! С вами программа «Другой ракурс» и я ее ведущая Софият Букаева. В этой программе мы с вами будем осваивать искусство шитья, открывая для себя его тонкости и секреты. Поехали! Школа дизайна Фирдаус располагается в современном здании, где каждая деталь продумана, от просторных мастерских до светлых лекционных залов. Успех школы обеспечивается командой опытных педагогов, и с каждым годом она привлекает учениц из различных регионов. Здесь красота национального колорита превращается в ремесло, становясь настоящим искусством. Доброго дня вам, меня зовут Софият, и я пришла к вам, чтобы научиться шить, ну или хотя бы умело пришивать пуговицу. Здравствуй, София. Ты такая маленькая, уже хочешь научиться шить? Мне 11, но у меня дома есть 2 машинки для шитья, и я летом немного ходила на занятия по шитью, а вот попасть в модный дом Фирдаус – это была моя мечта. Ну что ж, твоя мечта осуществилась. Теперь я покажу тебе, чем мы здесь занимаемся. Танзила, расскажите про школу Фирдаус. Пойдем, я тебе сейчас все покажу. Вот в первую очередь девочки учатся сметывать, как правильно держать иголку, нитку в руках. Вот выходят их первые изделия. Обучаем, как они должны определять посадку на фигуре человека. То есть с самых первых азов и уже до готового изделия. Есть вот такие отвертки для них специальные. Смотри, есть у нас еще оверлоки. Вот девочки сметывают юбки. Вот уже вторую юбку они шьют. Вот специальные инструменты, сантиметровая лента. Ты видела модные показы дома Фирдаус? Да, конечно. Тебе понравилось? Очень. Вот мастерицы, которые изготавливают эти изделия, наши выпускники. Любовь чеченских женщин к красоте и утонченному стилю известна далеко за пределами региона. Именно из этой культуры, эстетики и внутреннего достоинства в 2009 году родился дом моды Фирдаус. Его коллекции сразу покорили мир не только изяществом, но и высоким мастерством исполнения. София, хочешь, я тебе покажу, с чего мы вообще начинаем наш процесс обучения? Хочу. Пойдем, я тебе покажу. В шкатулке швеи, словно в волшебной стране, прячутся удивительные инструменты, готовые к творческим приключениям. Сейчас мы посмотрим, что представляет из себя базовый набор. Смотри, это наша волшебная шкатулочка, в которой есть все принадлежности основные для начинающих портных. Смотри, это кусачки, которыми можно легко отрезать нитки. Это катушка с нитками. Это распарыватель. Если сделала неправильный шаг, можно при помощи него распороть. Это вот такая подушечка, в которую мы втыкаем иголки, булавки нам необходимые. И всегда, чтобы это было под рукой. Обязательно должно быть мыло, сантиметровая лента. Смотри, вот такой наперсток, который на пальчик нужно надевать, чтобы обезопасить свои ручки при шитье. Ну вот, карандаш и линейка. Это то, что нам с тобой сейчас потребуется для первых наших стежков. Смотри, мы с тобой начертим линии, по которым будем делать первые стежки. А ты умеешь вставлять нитку в иголку? Умею. Давай, попробуй сама. Получается? Все. Вот смотри, вот эта волшебная иголочка и нитка, с помощью нее получаются первые стежки.
Вот я тебе покажу, а ты потом попробуешь сама. Смотри, когда иголка протыкает ткань, и ниточка проходит сквозь волокна, получаются вот такие стежки. С помощью этих стежков мы создаем наши изделия. Это самое первое, чему здесь девочки обучаются. У нас есть урок конструирования, на котором мы снимаем мерки, чертим чертежи. А потом на уроке технологии отшиваем те изделия, которые они там раскраивают. Хочешь попробовать сама? Хочу. Возьми иголку, вставляй ниточку. Вот, протыкай ткань. Нет, вот этой ручкой, этой себе помогай, вот этой ручкой вытаскивай. Вот. Еще один стежок. Как правильно пришить пуговицу? Сейчас я тебе покажу. Смотри, есть пуговицы вот, с 4 проколами, есть пуговки с 2 проколами, есть пуговки на ножке. Как правильно пришить, я сейчас тебе тоже покажу. Вставила ниточку в иголочку. Давай пришьем вот такую. Вставляешь в ушко, потом во второе. Аккуратно прокалываешь, чтобы вот здесь у тебя сзади не было видно лишних ниточек, чтобы пуговица получилась и стежок получился красивый. Можно мне тоже пришить пуговицу? Давай, тоже попробуй. Держи иголочку с ниткой. Вот тебе пуговка. Смотри, сначала на ткани вот так вставляешь, как мы делали с тобой первый стежок. Вот. Еще раз туда же, в это же отверстие вставляешь еще раз иголочку. Стежок оставь, вот этот хвостик оставь, потом я его срежу. Вот. Смотри. Все. Теперь вот так вставляй, вот так в ушко вставляй одну, а потом во вторую и сюда. Потом в ткань вставляй, иголочку в ткань вставляй. Прям вот в эти же проколы. Ага, да. Сзади тоже смотри, как они у тебя вытаскиваются. Вот. Теперь опять смотри, вот так сзади. Вот сюда в этот же прокол вставляй. Да. Все, вытаскивай иголочку. Вот. А теперь в другое ушко. Очень красиво получилось. Молодец, ты справилась с заданием. Танзила, расскажите про ваших учениц. София, 2 месяца назад они пришли, тоже ничего не умели, как и ты. И вот всему научились потихоньку, каждый шаг за шагом. Тоже вот смотри, они начинали вот с таких простых стежков и строчек. Также учились пришивать пуговки. А сейчас они уже шьют на себя, для себя юбки шьют. И у них очень хорошо все получается. И ты не переживай, у тебя тоже все получится. А вы любите свою профессию? Расскажите о ней. Свою профессию я очень люблю. Это вообще из детства. Точно так же в таком же возрасте, как ты, я пришла на уроки шитья и кройки, и мне очень понравилось, и это стало делом всей моей жизни. Чтобы стать профессиональной швеей, нужно иметь большой опыт, большое желание, большую усидчивость, терпение. Эта профессия требует усидчивости, внимания, сосредоточенности, чтобы то, что ты производишь своими руками, нравилось не только тебе, но и твоим заказчикам, для которых ты работаешь. А бывает такое, что заказчик недоволен? Конечно, бывает, потому что все мы люди, все разные, у портних тоже бывают ошибки, но с опытом, с течением времени
вы приходите к тому, что ошибок становится все меньше и меньше. Самое главное – терпение, желание и любовь того дела, которым ты занимаешься. А чему еще можно научиться в вашей школе? В нашей школе проходят курсы вышивания бисером, в нашей школе проходят курсы фэшн-иллюстраций. Девочки могут научиться рисовать, эскизы создавать тех моделей, которые они хотят изготовить. София, а давай посмотрим, как ты умеешь работать за машинкой. Хорошо. Пойдем. Ты же говорила, что у тебя дома есть машинка, и ты уже летом ходила и посещала курсы, да? Давай вот сейчас мы с тобой посмотрим. Садись. Смотри, вон педаль. Педаль. На нее потихоньку нажимай. Смотри, как красиво у тебя получается. Ты большая молодец. Сама преподавательница Танзила Межидова с детства любила шить, и эта страсть зародилась в ее сердце благодаря бабушке. С ранних лет она проводила время за швейной машинкой, создавая удивительные вещи и наполняя дом атмосферой творчества. Позже Танзила поступила в учебное заведение по направлению, чтобы профессионально развивать свои навыки и углубить знания в мире моды. Сегодня она с гордостью преподает в школе модного дома Фирдаус, передавая свои знания и любовь к шитью новым поколениям талантливых дизайнеров. Есть ли в вашей жизни самый любимый и запомнившийся образ? Расскажите о нем. Вообще все образы, которые создают наши ученицы, они самые яркие, запоминающиеся. Но всегда любимые образы – это те, которые девочки представляют на своих выпускных вечерах в образах невест и в образах в национальных платьях, которые они изготавливают сами. Они самые яркие, самые запоминающиеся, самые трогательные моменты в жизни каждой девушки. Что бы вы пожелали молодым людям, которые хотят научиться шить? Эти люди должны обладать большим терпением. Кроме этого, они должны обладать большим желанием и любовью к тому делу, которым они хотят заниматься. Только терпение учит и помогает добиваться самых высоких целей, добиваться, которые они ставят перед собой. Как оснащена ваша школа? Наша школа, благодаря нашему руководителю Айшат Рамзановне Кадыровой, оснащена по последнему слову техники. У нас есть машинки самые современные, оверлоки, петельные машины, которые требуются при изготовлении девочками платьев. У нас современные утюги, современное оборудование, оборудованные классы для вышивки, для фэшн-иллюстрации, оборудованный класс для конструирования и для технологии. Благодаря этому наши специалисты выпускаются высокого класса и уровня и востребованы во всех производствах, в том числе в модном доме Фирдаус. Спасибо, Танзила, вам за интересный рассказ о вашей школе. Удачи вам! София, тебе удачи! Пусть твоя передача будет самая популярная. Спасибо! Друзья, сегодня я попробовала себя в роли швея, также окунулась в волшебный мир модного дома Фирдаус. Это была невероятная атмосфера, а какую профессию мы освоим далее, вы узнаете в следующей нашей программе. Следите за нашим эфиром, а на сегодня у меня все. До встречи в следующем выпуске «Другой ракурс».